На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Обсудили приоритетные направления сотрудничества. Президент Абхазии Бадыр Гунба встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Несколько экологических и социальных проектов представили финалисты команды Абхазии на встрече с Бадрой Гунба и Сергеем Кириенко. На набережной Сухума проходит гастрофестиваль и районная ярмарка с участием всех 7 районов и столицы Абхазии. Президент Абхазии Бадыр Гунба встретил в международном аэропорту Сухум имени Владислава Арзамба первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Это уже второй визит Кириенко за последний месяц. В ходе предыдущей поездки, состоявшейся 10-11 июля, обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества и энергетики. И уже в Сухуме президент Абхазии Бадыр Гунба обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента России приоритетные направления сотрудничества и шаги по дальнейшему укреплению абхазо-российских отношений. Столица Абхазии, Сухум. Буквально недавно мы встречались в Крыму, на Тавриде. Пользуясь случаем, хотел бы, конечно, поблагодарить за те возможности, которые вы создаете для нашей молодежи. Мне очень приятно и отрадно было наблюдать, как российская, абхазская молодежь совместно реализовывает свои идеи. Талантливая, перспективная молодежь имеет сегодня возможность взаимодействовать. А это, безусловно, очень важно. Благодарю за поддержку реализации тех проектов, которые наша молодежь предлагает. Сегодня мы откроем еще один транспортный узел. Это морское сообщение между городами-курортами Сочи и Сухумом. Я считаю, что это очень важное направление для выстраивания логистических возможностей. И уверен, что такого рода деятельность обязательно принесет много хорошего гражданам наших стран. Уважаемый Бадыр Зурович, спасибо большое за приглашение, за всегда гостеприимный прием. Рад снова быть в Абхазии. Тем более, что у нас накопилось большое количество и решений, по которым самое время подвести итог. Да, у нас действительно и морское сообщение, и первые этапы реконструкции набережной. Да, вам большое спасибо за прием ребятишек из Курской, Белгородской областей. Для них пребывание в гостеприимной солнечной Абхазии, уверен, запомнится на всю жизнь. Тем российским регионам, которые уже давно сотрудничают с Абхазией, с городами, районами Абхазии, добавляется еще и великий город Санкт-Петербург, который действительно готов и здесь на месте оказывать поддержку образовательным учреждениям. И самое главное, готов принимать школьников, молодежь Абхазии у себя в Санкт-Петербурге. И как договаривались, мы с вами сможем подвести сейчас какие-то итоги промежуточные, как идет сотрудничество в сфере энергетики, потому что впереди, в общем, зимний сезон, он уже совсем не за горами, в дорожном строительстве, в сотрудничестве с другими российскими министерствами и ведомствами. Все российские министерства и ведомства готовы поделиться всем своим опытом, решать здесь органам власти Абхазии, но все, что российские министерства и ведомства знают и умеют, они весь этот опыт готовы предоставить, а вы сами выберете, что из этого для вас наиболее важно сейчас и наиболее приемлемо. Несколько экологических и социальных проектов представили финалисты команды Абхазии на большой встрече с Бадрой Гунба и Сергеем Кириенко. Я бы хотел отметить, что ряд проектов уже воплощается в жизнь. Это экологическая программа, которая дает, безусловно, особый стимул для решения тех экологических проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной. Дорогие друзья, я не раз говорил, еще раз повторяю, я верю в команду Абхазии, я верю в то, что люди, которые
сегодня стремятся улучшить качество жизни граждан нашей страны, имеют огромный потенциал, за что я вам искренне благодарен. Бадр Огунба и Сергей Кириенко посетили набережную Махаджиров. Президент Абхазии и первый замруководителя администрации президента Российской Федерации в рамках посещения набережной проинспектировали ход реализации договоренностей по ее реконструкции. Обсуждены этапы обновления, установка динамической подсветки, создание муралов и развитие яхт-клуба «Амра». Особое внимание уделено эстетике, доступности и туристическому потенциалу пространства. Между Сухумом и Сочи 6 августа начало курсировать скоростное судно «Комета». Время в пути судна «Космонавт Павел Попович» составит 2,5 часа. Оно вмещает 120 пассажиров, сообщают в Минтрансе России. Судно «Космонавт Павел Попович» встречали президент Абхазии Бадр Огунба и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Вице-президент Беслан Беквава, посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель администрации президента Абхазии Беслан Эшпо, члены правительства, общественность. «Комета» отправилась в путь в 15:00. На ее борту 30 пассажиров. Маршрут в 146 километров. Она проходит примерно за 2,5 часа. Расписания рейсов пока нет. Организационные выводы будут сделаны по итогам сегодняшнего тестового рейса. На набережной Сухума стартовал гастрофестиваль и районная ярмарка, в которой принимают участие все 7 районов и столица Абхазии. На площадке гастрофестиваля установлены фудкорты и ярмарочные стенды. Горожане и гости столицы могут насладиться разнообразными угощениями, попробовать освежающие напитки, окунуться в атмосферу гостеприимства, пронизанную традициями абхазской, русской и армянской культур. По мнению организаторов, фестиваль – важный инструмент для привлечения туристов. Он продлится до 8 августа, включительно с 18 до 22:00. Кроме того, на набережной Махаджиров открылся морской плавучий фонтан с подсветкой. В Абхазии с официальным визитом находится делегация Санкт-Петербурга, возглавляемая вице-губернатором Ириной Потехиной. В состав делегации также входят глава комитета по транспорту Валентин Янакаев и заместитель председателя комитета по связям Евгений Косюра. Визит посвящен вопросам образования и организации детского оздоровительного отдыха. Также стороны обсуждают открытие прямого авиасообщения между Петербургом и Сухумом, увеличение туристического потока, говорится в сообщении администрации Петербурга. Визит проходит в рамках договоренности между губернатором Петербурга Александром Бегловым и президентом Абхазии Бадрой Огунба о двустороннем сотрудничестве, которые были достигнуты на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года. 14 августа в маршрутной сети международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзамба появится новое направление. Полеты в Санкт-Петербург начинает выполнять авиакомпания iFly на комфортабельных самолетах Airbus 330 дважды в неделю. Совершить перелет можно по средам и воскресеньям по следующему расписанию. Вылет из Сухума в 9:15, прибытие в Санкт-Петербург в 13:30, вылет в обратном направлении в 15:00, прибытие в столицу Абхазии в 19:15. На сегодняшний день Сухумский аэропорт принимает рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийска. Международная политика. В Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе главы России. Это его 5-й визит в Россию с начала года. Беседа продолжалась около 3 часов. На переговорах присутствовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как рассказал журналистам Ушаков, обсуждался прежде всего украинский кризис, а второй темой были перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. В частности, Путин передал США некоторые сигналы по украинскому вопросу и получил через Уиткоффа аналогичные от Дональда Трампа, добавил помощник президента. Он подчеркнул, что разговор был полезным и конструктивным. Ожидается, что президент США Дональд Трамп поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду после встречи своего спецпосланника США с президентом России, написал в Твиттере журналист издания Axios Барак Равид. Сейчас Уиткофф возвращается в США, он прибыл в Москву утром и 3 часа общался с Путиным в Кремле.
Между тем, как сообщает Белый дом, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в отношении Индии в размере 25% за покупку нефти из Российской Федерации. Народная артистка Абхазии, народная артистка России Хибла Гирзмава дала эксклюзивное интервью каналу Абаза ТВ. По завершению 23-го фестиваля Хибла Гирзмава приглашает в Абхазии. Всего в рамках фестиваля в республике состоялось 3 концерта в Сухуме, в Пицунде и в Бедии. Об их особенностях и главных эмоциях Хибла Гирзмава рассказывает в интервью нашему телеканалу. В этом году фестиваль был очень сильным, мощным. В принципе, как и всегда. Но в этом году мы в честь Владислава Григорьевича Арзамба сделали красивое очень открытие. Денис Мацуев, мой друг большой, изумительный пианист, приехал. И Антон Гришанин за пультом, и МГАСО, прекрасный оркестр, который звучит. И Игорь Головатенко, солист Большого театра, мой коллега, 2500 людей. Они приезжают специально, приходят на эту площадь слушать, приходят со своими стульчиками. Это так трогательно, когда ты стоишь на сцене и наблюдаешь за тем, что людям негде сесть, и они приходят со стульчиками для того, чтобы посидеть и послушать прекрасную музыку. Денис играл концерт Рахманинова, второй, это впервые. И есть какие-то эксклюзивные вещи, которыми я очень дорожу. И, конечно же, мои лауреаты второго конкурса абсолютно талантливейшие, красивые молодые люди, у которых все впереди. И мне очень приятно, что они очень хотели приехать на мою родину. Вот у подножия Пицунского храма спеть и начать вот этот тур большой, 20 городов у нас будет в рамках нашего фестиваля. Мне казалось, песня о скале и о Ордын, и все наши абхазские исторические песни с сочетанием трубы и органа – это великолепие. И наше прекрасное трио ребят, которые изумительно поют. И я абсолютно купалась в этой музыке. Наконец-то я была в своей стихии, попела в многоголосие с нашими ребятами, и я получила колоссальное удовольствие. Я надеюсь, что у нас будет и в Москве такой концерт. Мне очень нравится, как они звучат. Они звучат очень аутентично в старинной абхазской музыке. Эксклюзивное интервью народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирзмава для Абаза ТВ смотрите в эфире канала в ближайшие дни. Администрация города Сухум сообщает о замене старых урн на новые модели. На начальном этапе уже изготовлено и размещено около 70 урн объемом 60 литров каждая. Их установили преимущественно в наиболее оживленных зонах столицы. Всего мэрия установит 500 урн на улицах Сухума. Поддержание чистоты и порядка – важная задача как администрации города, так и каждого жителя столицы. Постепенно движемся к намеченной цели, планомерно обновляем автопарк коммунальных служб, тестируем новые методы уборки. Сейчас приступили к обновлению урн, которые не только дополнят эстетический облик Сухума, но и будут способствовать сохранению чистоты на улицах, отмечают коммунальщики столичной мэрии. Дизайн урн был разработан архитекторами столицы, все они изготовлены на территории республики. А на территории бывшего санатория МВО в Сухуме открыли первую инклюзивную набережную. Проект реализован в рамках инициативы «Доступная страна души» при участии администрации столицы, Общероссийского народного фронта и финалистки конкурса команда Абхазии Русланы Гергидава. Пространство оборудовано с учетом всех стандартов доступности. Подробнее в репортаже Заура Кварчи. Инклюзивная набережная появилась в районе МВО рядом с кафе Momo Beach. Это первая общественная зона отдыха в Сухуме, полностью адаптированная для людей с ограниченными возможностями. Над проектом работали представители власти, общественные организации и участники Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии. На протяжении не такой уж долгой своей жизни, особенно в рамках туристической деятельности, я неоднократно сталкивалась с запросами людей с ограниченными возможностями, которые приезжали отдыхать на территорию нашей страны и сталкивались с барьерами. И первый раз, когда я вот так вот просто села, посмотрела на всю эту ситуацию, подумала о том, а почему бы не помочь им создать для них
необходимые, элементарные, доступные условия для того, чтобы они путешествовали в рамках нашего государства. Для меня данный проект является не просто работой, я живу этим проектом. Для меня создание доступной среды на территории нашей республики является, наверное, какой-то внутренней миссией, которую я хочу реализовать. Безбарьерный пляж оборудован специальными настилами, пандусами, шезлонгами и раздевалками. Установлены душевые кабины для маломобильных людей и коляска-амфибия, с помощью которой люди с ограниченными возможностями могут купаться в море. Созданы все условия. Это очень радостно, и сегодня имеют возможность наши гости, либо жители Абхазии, воспользоваться данным пляжем. Создание инклюзивной набережной стало возможным благодаря поддержке Общероссийского народного фронта и администрации Сухума. Очень отрадно присутствовать на данном мероприятии при содействии администрации города Сухум, при содействии общественной организации «Народный фронт», за что им отдельное спасибо. Сегодняшнее мероприятие осуществилось. Мы начинаем первый этап для хорошей, доступной, набережной, инклюзивной, которая появилась в городе Сухум. Мы понимаем, что это первый этап, еще предстоит очень много работы, но самое главное, что есть точное понимание, куда мы хотим прийти. Для меня это не просто шаг в развитии городской инфраструктуры, это символ равенства, символ поддержки и заботы всех граждан нашей республики и гостей республики с ограниченными возможностями по здоровью. Хочется верить, что в ближайшее время доступными будут не только пляжи, но и детские сады, школы, различные места общественной важности, чтобы каждый житель и каждый гость нашей республики мог безбарьерно посещать любые места и любые мероприятия. В реализации проекта приняли участие мамы детей с особенностями развития и представители общественных фондов. Очень долго мы все ждали такого пляжа, такой доступной среды. Как мама особенного ребенка, я знаю, как тяжело приходится многим родителям выходить из зоны комфорта и посещать общественные места. К сожалению, мы со всем этим сталкивались. Но сегодня мы находимся здесь на открытии такого замечательного пляжа. Это место, где ребенок не будет чувствовать себя обделенным. Для нас, как для родителей, это самое главное. Партнером церемонии открытия стала музыкальная академия «Хурма», коллектив, который занимается творческой социализацией детей с ограниченными возможностями. Финальной точкой программы стало музыкальное выступление подопечных академии. Проект «Доступная страна души» не ограничится одной локацией. По словам организаторов, в планах адаптация 7 пляжей по всей республике, установка 3000 пандусов и аудит социальной инфраструктуры страны. Заур Кварджа, Владимир Капуза, Абазатовы. Делегация участников лагеря Хичтрах посетила город-герой Гудаута, где возложила цветы к памятникам павшим защитникам Родины и жертвам Ладской трагедии. Затем состоялась экскурсия в Государственный музей Отечественной войны имени Дбар, включая новый зал, посвященный периоду махаджирства, открытый в 2023 году. Здесь гости увидели архивные фотографии, письма, книги и личные вещи соотечественников из Турции, Сирии и Иордании, участников борьбы за свободу Абхазии. Затем в Доме культуры для наших соотечественников был организован концерт. Позднее делегация побывала на священной поляне Лыхнашта в селе Лыхны, историческом месте, где некогда собирались старейшины. Сейчас здесь проходят праздники и соревнования. После участники лагеря посетили этнографический парк Апсна в селе Мгудзурхо. Главной целью программы является ознакомление с историей, бытом и культурой абхазов. В Абхазии необходимо определить сельскохозяйственные и туристические территории, заявил в интервью «Радио Спутник» глава администрации Галского района Константин Пилия.
Нужно провести зонирование, проверить качество земель. На этих территориях стоит запретить перевод земель в другие категории, отметил Пилия. Он пояснил, что важно выделить туристические зоны, где жителям нужно предоставить возможность заниматься предпринимательством. По мнению главы района, мораторий, введенный парламентом, неэффективная мера и может быть снят либо нынешним, либо следующим созывом, поскольку значительная часть граждан заинтересована в развитии туризма. Пилия добавил, что за время его руководства в Галском районе земли сельхозназначения в другие категории не переводились. Информация правоохранителей: 10 аппаратов для майнинга криптовалюты изъяли в Цандрыпше 5 августа. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ГТК совместно с УВД поселка Цандрыпш обнаружили в домовладении 10 аппаратов для добычи криптовалюты, ранее ввезенные на территорию страны с нарушением таможенного законодательства республики. Обнаруженные аппараты принадлежат гражданке Нерсесян, 1995 года рождения, проживающей по адресу в поселке Цандрыпш. Запрещенное к ввозу на территорию республики оборудование для майнинга изъято, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Россиянин пытался вывезти из Абхазии 100 блоков сигарет. Машину-танк, за рулем которой находился 31-летний житель Сочи, Нагобедян остановили на посту ПСОУ, сообщили в ГТК. 10 пакетов с сигаретами обнаружили под ковриками и в багажнике. Товар изъят, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований комитета. Сейчас о погоде. В четверг, 7 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в конце дня местами дождь разной интенсивности, гроза, сохранится удушливо жаркая погода с высоким индексом ультрафиолетового излучения. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 21 до 26, днем от 25 до 30 градусов. Температура морской воды 29 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. И на этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.